Ичауланмет, Коми Республика Савелыдышьяс, Мамбать, Челядь. Здравствуйте, дорогие учителя, родители, которые сегодня нашли возможность прийти на нашу небольшую видеоконференц-связь. Я Кузьбожева Мария Вячеславовна. Я Новичкова Валентина Кирилловна. Мы являемся последователями идеи гуманной педагогики в Республике Коми. Очень жаль, что мы не видим ваши лица. Вы, надеюсь, видите наши, правильно? Вы видите, что нам уже немало лет, и за мной, и за Валентиной Кирилловной более 40 лет отданных образованию. За это время прошли разные реформы, разрабатывались новые концепции, менялись парадигмы образования. Но, пожалуй, самое светлое преобразование, которое было вот в моей педагогической практике, это были 80-е годы, когда, благодаря учительской газете и конкретно Симону Соловейчику, миру были открыта целая плеяда учителей-новаторов. Их имена известны и сейчас, не забыты. Среди них Александр Александрович Католиков. Его имя помнят в Республике Коми, но, к сожалению, только имя. Среди них Владимир Абрамович Краковский, директор 825-й школы. Я не знаю, как сейчас живет та школа, директор которой говорил про себя: «Я неисправимый романтик». Среди них знаменитый Виктор Федорович Шаталов, по чьим опорным конспектам я преподавала физику в свое время. Да, я учитель физики. Начинала в нескольких сельских школах, а потом работала в гимназии искусств при главе Республики Коми, уже в должности директора. Среди учителей-новаторов Софья Николаевна Лысенкова, родители Борис и Лена Никитины. Ну и, конечно, да, Щетинин Михаил Петрович, школа которого, авторская школа, я знаю, до сих пор успешно действует, есть и выпускает удивительно, по-другому, по-новому образованных людей в жизни. Ну и, наконец, Шалва Александрович Аманашвили, которому в марте месяце будущего года исполнится уже 88 лет. Но, видимо, у него такая миссия на земле, у него такая сильная харизма, такая мощь интеллекта и сила его большого сердца, что и в таком возрасте Шалва Александрович продолжает быть лидером в нашем образовании. Его знают не только в регионах нашей России. Он очень много летает по всему миру. И то, что он создал за свою долгую педагогическую практику и теперь именуется гуманной педагогикой, это идеология, которая принята во многих странах мира. Центры гуманной педагогики созданы в разных регионах, причем многие из них при участии региональной власти и академической науки. Благодаря усилиям, общим усилиям всех последователей Шалвы Александровича Аманашвили ежегодно проходит огромное количество мероприятий, куда вовлекаются все новые и новые педагоги, молодежь, старшеклассники, будущие педагоги, ну и, конечно, родители. Это и чтение по гуманной педагогике, это и авторские семинары Шалвы Александровича и его сына Пааты Шалвовича, это различные чтения по гуманной педагогике, в которых участвуют местные, свои педагоги-последователи этой идеи. Нам повезло. 18 ноября, день недели воскресенья, будет авторский семинар для педагогов и родителей Республики Коми, который будет в режиме онлайн-трансляции вести Шалва Александрович Аманашвили. Войти в его плотный график, его дни расписаны, его выезды расписаны уже на весь 2019 год, я уж не говорю о 2018. Войти в этот плотный график Шалвы Александровича удалось благодаря усилиям, многим усилиям, и прежде всего Валентины Кирилловны Новичковой, которая со мной рядом сидит. Это она добилась того, чтобы в плотном графике нашелся такой день, когда Шалва Александрович будет общаться, будет вести диалог с вами, педагоги Республики Коми. Итак, наша встреча сегодня проводится в преддверии
анонсом этого онлайн-семинара. Я прошу показать видео одного из семинаров, которые были в режиме реального времени проведены в одном из городов. И вы видите, какой полный, да, Приезжает человек, от улыбки и мудрости которого буквально начинают светиться глаза учеников и педагогов. Шалва Аманашвили, доктор психологии, профессор, руководитель Международного центра гуманной педагогики, академик Российской академии образования, автор книг, переведенных на многие языки мира. Да, я был один раз здесь, проводил семинар с учителями, но это зародило очень интересное движение. Сразу все изменить нельзя в образовании. Образование такое дело, где революции произвести очень опасно. Тем более, я еще повторяю, это связано с сознанием учителя, с опытом, с его чувствами, личной жизнью. И все это сразу ломать, перестраивать, направить в другое направление, это нелегко. Сам учитель должен прикладываться на это усилие. Но я рад, что тут вижу сдвигом, конечно. Ко мне подходят многие учителя, которые именно уже научились так работать, дают прекрасные мастер-классы. У них совершенно другие результаты, особенно в воспитании детей, познании детей. Так? У вас проводятся областные чтения по гуманной педагогике в области в целом, не только в городе. Уже многие директора ориентированы на эту педагогику, ко мне они подходят и показывают свои авторские программы. Вот эти сдвиги, конечно, есть. Если учесть, что эти молодые, которые сейчас у меня на семинаре сидят, их 400 что ли, даже больше, так, тоже отчасти будут ориентироваться на гуманные ценности, на ценности гуманной педагогики, и постепенно вот будут взращивать в себе педагогическое искусство на этих началах, то, надо полагать, через 5, 6, 8 мы получим иное поколение учителей. Иное поколение учителей, конечно, достойно примет и иное поколение детей. Но сейчас весь мир говорит, что приходят дети, не те, которые где-то в 60-х годах прошлого века или в 30-х годах когда-то. Это дети индиго, дети света, дети звездные, дети промежуточные, дети, скажем, сознания. Вот какими понятиями, значит, характеризует нынешнее поколение детей не только в Днепропетровске, в мире в целом. И, конечно... Спасибо. Может быть, вы, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи, скажете, что да, педагоги-инноваторы – это хорошо, но это было другое время, это был Советский Союз, это были другие ценности, это была другая система образования, а сейчас все не так. Я соглашусь с вами, иногда с горечью, иногда с надеждой, я соглашусь, я знаю это. Я работала, и Валентина Кирилловна работала, и постперестроечное время, и вот нынешнее время. И мы понимаем, что сравнивая образование того времени, когда выходил на широкую сцену Шалва Аманашвили, наш Католиков, вот помните, это были встречи в Останкино, и весь мир рукоплескал их педагогическому опыту. Это было другое время, но Шалва Александрович продолжает оставаться и в нашем времени тем, кем он был тогда, рыцарем гуманной педагогики. И эту ценность, что во главе всего и в центре всего образования ребенок, все остальное вокруг него должно создаваться. Эту ценность принимают многие педагоги, которым посчастливилось слушать, видеть и слышать Аманашвили. Да, сейчас у нас педагогика, которую справедливо называют авторитарной. Государственная система образования у нас сейчас очень жестко регламентирует все и вся. ФГОСы, ЕГЭ, НИКО и прочие аббревиатуры так вошли глубоко в сознание современного учителя, что заслонили с собой, кажется, самое главное – ученика. Но ведь система образования, какой бы жесткой она ни была, она каркас.
Да, современный каркас образовательный очень жесткий. Выйти из него учителю невозможно. Он должен находиться и соответствовать внутри этого каркаса. Но ведь содержательное наполнение того, чем занимается учитель внутри этого каркаса, это дело самого учителя. И это не только содержание предмета, который учитель ведет, это еще и понимание того, что не только знания несет учитель, а значит, он должен не только педагогическим опытом и образованием педагогическим работать с детьми, он должен с ними работать своим сердцем. И вот случаются такие встречи, которые переворачивают сознание учительское, пересматривается система ценностей учительских. И эти встречи с Амонашвили Шалвой Александровичем, они состоялись и в республике Коми. Когда-то очень давно, еще когда Александр Александрович Католиков руководил детским домом, названным теперь его именем, к нему приезжал, ко всем к нам приезжал Шалвай Амонашвили и давал мастер-классы, открытые уроки. Прошло много лет, а в январе 2014 года он снова был у нас в республике и дал семинар авторский 40 часов, целую неделю. При наполнении полном концертного зала гимназии, куда вмещается более 300 человек, проводил мастер-классы, давал открытые уроки, читал лекции вместе со своим сыном Патой Шалвовичем. Пожалуйста, фотографии, к сожалению, очень мало сделали фотографий с той встречи. Но вот такие домашние фотографии. Пата Шалвович, Шалва Александрович. Это фотографии с выезда в село Пашга. Кроме того, что он в Сыктывкаре работал, он захотел еще и съездить, посмотреть быт, сельский быт и традиции коми народа. Вот эти фотографии сделаны тогда. Дата стоит 22 января 2014 года. Было очень холодно. Это были очень теплые, дружеские встречи. Пожалуйста, покажите, да, следующий слайд. Шалва Александрович и Пата Шалвович приезжали в Сыктывкар, вернее, в республику Коми еще один раз, ровно через год, в январе 2015 года. Тогда они приезжали и давали такой же авторский семинар 40-часовой в Ухте, на базе Ухтинского технического университета. И снова огромный зал Ухтинского университета был полон слушателей. Завороженные, затаив дыхание, слушали, смотрели и учились у великого педагога и родители, и преподаватели вуза, и учителя школ города Ухты. Повторяю, вам, уважаемые слушатели, предстоит онлайн-семинар в воскресенье 18 ноября. Спешите зарегистрироваться, чтобы не упустить такую возможность. Перед вами слайд, на котором снимок, скриншот сайта Международного центра гуманной педагогики. Внизу адрес. Вы можете найти очень много интересных материалов на этом сайте. Здесь есть мастер-классы, уроки. Здесь есть анонсы предстоящих событий. Здесь есть информация о чтениях международных, которые уже прошли, и о будущих чтениях. И здесь есть чуть ниже, с левой стороны, в слайд этот не вошел, видеотека. И в этой видеотеке вы найдете множество различных уроков и мастер-классов, которые провели и Шалва Александрович, и его последователи. В том числе там есть 2 видеосюжета мастер-классов, которые состоялись в январе 2014 года на сцене гимназии искусств при главе Республики Коми. Это были уроки, один урок с 5-классниками, называется урок «Симфония чисел», нет,
Да, называется урок «Симфония чисел». Вы этот урок найдете на ютубе, на слайде. А это урок мудроречия с 10-классниками. Кусочек, фрагмент начала, которого мы вам покажем. Философ. Имя ваше известно миру, всему миру известно. И скажи самому себе, да, я мыслитель, я философ, я величайший мыслитель. И примите, пожалуйста, меня, как вашего ученика. Я буду спрашивать того, чего сам не знаю. И попытаюсь объяснить мне, чтобы я понял, тоже догадался, тоже упитывал вашу мудрость. И мудрецы, философы, мыслители, я ваш ученик. Откройте глазки, садитесь, пожалуйста. Итак, я ваш ученик. А учитель – это хорошо, поэтому я непонятно, а вам нужно будет кое-что толково не объяснить. Имена, которые с левой стороны записаны. Имена величайших мудрецов. Сократ, Платон, Аристотель. Думаю, что вам эти имена известны, правда? Известно. Давайте сделаем так. Выбирайте любое имя, кем вы хотите вот сегодня быть. Назовите себе вот эти имя. Сейчас я подойду. И знаете как? Когда буду какие-то вопросы задавать, спрашивать, вам можно сказать, я Диоген, думаю, я Аристотель полагаю и так далее. Теперь надо назвать себя, а потом рассказывать свои мысли. Хорошо? Иначе, если я буду слушать, кто со мной говорит, я пройду мимо, потому что я жду мысли от известного ученого, мыслителя. А вы не обидитесь, пожалуйста, если вы не скажете свое имя, я просто пройду мимо. Да? Я же ученик, еще не воспитанный. А через вас я, может быть, назвайте себя. Не забудьте это имя себя, я потом объясню это. А вот в центре записана одна мудрость. Ну, чем сегодня будем заниматься, да, в кругу. И, наверное, это уже разгадание. Вот который центр, да? Я могу не говорить. Можете? Нет. Все? Нет. Сначала меня, потом. Не-не-не. Угу. Мы живем, да, и работаем в жесткой системе, в жестком каркасе системы образования. Но наполнение этого каркаса в нас самих. И вот на примере тех небольших фрагментов уроков, которые показывает Шалва Александрович, можно увидеть, если ты учитель математики, ты можешь сделать математику языком сердца. Как в 5 классе Шалва Александрович провел урок среди детей, которые учатся на музыкальном отделении гимназии искусств, 5-классников, они музыканты. И Шалва Александрович к ним обращается: вы юные музыканты, вы знаете гораздо больше, чем я. Он не стыдится и призывает к этому других, поднимать самоуважение каждого ученика. Вы музыканты. Знаете ли вы, что гармония есть не только у нот, что гармонию можно создать и числами. И мы с вами убедимся в этом на уроке, который называем «Симфония чисел». Этот урок выложен. Вы можете найти его также через сайт Международного центра гуманной педагогики в рубрике «Видеотека. Симфония чисел» с 5-классниками гимназии искусств. Вы мудрецы, говорит Шалва Александрович в том уроке, начало которого вы видели.
Вы мудрее меня, не стыдится говорить он. Вы мудрецы. И заканчивая урок, он говорит: спасибо вам, мудрецы. Как это поднимает, как это окрыляет всех детей, когда в них вселяется такая надежда, когда учитель с ними говорит языком сердца. Последователи Шалвы Александровича создали целые свои авторские системы преподавания предметов языков сердца. Например, учительница из Клайпеды, Литвы, Ирена Столпинина написала книгу целую, и у нее куча уроков выложена. Тоже можно найти эти уроки через сайт Международного центра гуманной педагогики. Книга называется «Физика языком сердца». Поверьте, это действительно языком сердца написанный, скучный, может быть, для многих курс, школьный курс физики. Учительница из Донецка Виктория Бак показывала несколько раз, я видела ее потрясающие уроки, когда она языком сердца преподает биологию старших классов, когда очень трудная биология в школе 3-й ступени, уроки химии языком сердца. Я тоже рискнула. Я хоть не преподавала, не давала уроки, я директорствовала, но все же провела вне уроков лекцию публичную, правильнее так, наверное, назвать это. Час поэзии, астрономия языком сердца. Хотя такого учебного предмета в 2014 году и не было в учебном расписании. Но дети пришли, и урок состоялся. Астрономия языком сердца. Кусочек, начало. Пожалуйста, посмотрим. Этот урок тоже выложен, и его тоже можно найти. Астрономия – это такая наука, такая сфера, о которой, наверное, больше всех других сфер написано. И поэтому добыть знания самостоятельно вы все можете, кто интересуется, сполна. Но, тем не менее, у нас с вами сегодня лекция. И проходит она под девизом «Астрономия языком сердца». Откуда такое название возникло? Помните, у нас был определенный курс академика Шалвы Александровича Амонашвили. Поднимите руки. Кто из вас был на том самом уроке, который проходил на сцене нашего концертного зала? Всего двое, трое, четверо. Думаю, что вам понравился урок, и вы его не забудете. Так вот, когда Шалва Александрович закрывал свой 5-дневный семинар, он обратился ко всем педагогам, сидящим в зале. Давайте говорить с детьми на уроках не только языком науки, но и языком сердца. Гуманная педагогика предлагает рецепты, дает советы, побуждает к тому, чтобы учитель на любом уроке, какой бы предмет он ни вел, вел его языком сердца. Этому можно научиться, если захотеть, если посчитать себя также последователями Шалвы Александровича Амонашвили. Я призываю тех, кто, послушав вебинар, вернее онлайн-семинар, который состоится 18 ноября, посмотрев множество интересных материалов на сайте Международного центра гуманной педагогики, захочет присоединиться более активно к движению гуманной педагогики, рассмотреть возможность участия в следующих, уже 18-х, международных чтениях по гуманной педагогике, которые состоятся с 22 по 24 марта 2019 года в столице Латвии Риге. Чтобы попасть участникам на международное педагогическое чтение, не надо регистрироваться ни через какие официальные каналы и просить разрешения. Надо просто зайти на сайт и зарегистрироваться там. Я была на нескольких чтениях. Валентина Кирилловна, пожалуй, не пропустила ни одни. Чтения проходят в разных городах мира. Я была на чтениях, которые проходили в Москве, в Грозном, Тбилиси, последние в Баку. Следующие будут в Риге. Каждый город, где планируется чтение, соревнуется, города, вернее, соревнуются друг с другом за право принимать у себя чтение. Для них это очень престижно. Конечно, без поддержки местной власти, без поддержки педуниверситетов это сделать невозможно.
Сейчас центры гуманной педагогики созданы и активно действуют, я уже называла, во многих регионах России. Но самые активные, пожалуй, это Украина, украинский центр. Это Латвия, это Литва. Российский. Российский который? Российский центр Москвы. Московский российский центр. Это Казахстан, это Киргизия. Сейчас мы знаем, что Шалва Александрович приглашается и выступает, проводит свои авторские семинары и в европейских странах, в Австрии в частности, и в азиатские страны его приглашают. Германии вот был. Ему надо успеть еще очень много охватить, много регионов земного шара своими идеями. Но уж нам, россиянам, грех не создавать в регионах собственные центры, последователи Амонашвили, собственные центры гуманной педагогики. К сожалению, в Республике Коми пока такой не создан. Нужны, я уверена, что последователи этих идей есть, что крупинки опыта Амонашвили используются сотнями учителей в своей повседневной педагогической практике, в своем общении с детьми. Но вот объединиться в центр такой региональный нам тоже уже настала пора. И тогда мы можем проводить свои чтения региональной по гуманной педагогике, свои семинары последователей. Потому что Шалва Александрович часто и много бывать в регионе нашем, конечно, не сможет. Мы далеко, и нас не так много. Но вот в онлайн-семинаре принять участие может каждый из вас и привлечь к этому родителей. Родителям всегда очень интересно на семинарах Амонашвили. Ну а в Риге мы с Валентиной Кирилловной поедем обязательно на чтение. Мы могли бы быть и большей делегацией, как другие регионы, а не только вдвоем. К чему я вас тоже призываю. Рига город, для проезда в который требуется виза, поэтому заранее необходимо позаботиться и о билетах, и об оформлении визы. А сейчас мне бы хотелось, чтобы Валентина Кирилловна рассказала побольше о предстоящем семинаре, онлайн-семинаре, который будет 18 ноября в Сыктывкаре. Семинар, предлагается вам такая тематика семинара. Современный ученик и современный учитель. Но еще сказали, вот еще предложили вам составить самим эту программу семинара. Вот, пожалуйста, посылайте ваши предложения, что вы хотели бы услышать от Шалвы Александровича, какие вопросы задать, какие ответы получить, что вас волнует сегодня в нашем образовании. Сказали, что от ваших предложений уже будет составляться программа и план семинара. Мы ждем ваши предложения, пожалуйста, присылайте на сайт КРИРО. А потом мы сообщим в Москву, и Шалва Александрович получит ваши предложения и составит вот на основе ваших предложений свою программу семинара. Но еще хочу сказать, что семинар подготовлен не только мной, а Мария Вячеславовна тоже. Все вместе делаем, она даже больше меня делает, чем я. И я бы еще хотела дополнить. Вот движение гуманной педагогики, называется общественное движение, имеет вот такой символ – сердце, и на фоне сердца лебедь. И девиз движения – любовь, знание и красота. И сегодня все мыслящие люди, которые желают счастья нашим детям и счастья в жизни, они же понимают, что будущее сегодня не за технической революцией, не за развитием этих роботов, а будущая эволюция – это эволюция истинного знания, плюс любовь и плюс красота. Эволюция, которая имеет свои задачи духовное развитие человека. Вселенной и космосу технократия не нужна. Нужны люди совершенные. Нужно, чтобы у человека в сердце была любовь и было сострадание каждому человеку. И потому вот здесь и вообще считается, и я считаю, что гуманная педагогика
Это педагогика прежде всего сердца. И ведь, посмотрите, этот символ и подтверждает эти слова. И они очень важные. И сказано, все в сердце человеческом, и добро, и зло. Если в сердцах людей больше будет добра и любви, наша жизнь изменится в миг. Но, может быть, не совсем в миг, но она пойдет вверх к хорошему, к счастью. Сколько сейчас страданий на нашей земле. И ведь только из-за того, что вот так вот человечество поступает и мыслит, и возвращается им. Как мыслят, как поступают, так и возвращаются людям. Надо это изменить. Надо, чтобы мы стали другими, и тогда мир изменится. И еще бы я хотела дополнить вот что. Шалва Александрович издает свои труды. Труды изданы многомиллионными тиражами на 20 языках народов мира, на 20 языках. Но я бы сегодня вам хотела показать. Во-первых, издается антология гуманной педагогики. Вот всех выдающихся издают в кратком таком изложении людей, ученых, святых, педагогов. Вот я принесла вам 2 книги об апостоле Павле и о великом педагоге Ушинском. А всего издано 55 томов. Россия получила такой кладезь мудрости. Вообще гуманная педагогика основана на классике, на мировой педагогической мысли. И еще я бы хотела порекомендовать. Давайте привлеките к семинару 18 ноября еще родителей. Пусть родители зададут вопросы. И рекомендовала бы вам вот такую прекрасную книгу «Искусство семейного воспитания». И книга «Исповедь отца сыну». А это для наших руководителей народного образования, школа жизни. Шалва Александрович говорит, что это основной его труд для народного образования России. И всего доброго, ждем вас на семинаре. Спасибо, Криро, за возможность проведения сегодняшней встречи. Спасибо большое.